Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе «Всемирный день детей. Что такое счастье для маленьких украинцев?». Священник на войне призывает к миру. И Агентство национальной безопасности США лишилось права на сбор данных о телефонных звонках американцев. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. За канонадой войны, политическими играми и дипломатическими намеками судьбы людей, заложников конфликта на востоке Украины. Судьбы детей, тех, кто вынужден по-взрослому ценить каждую минуту, улыбки близких, а также отсутствие взрывов и смертей рядом. Сегодня, в День защиты детей, всем нам стоит послушать маленьких жителей Украины. Очень большое счастье, когда на стороне мир, когда все здоровы, наши близкие, родные, учителя. Счастье – это когда мир для всех. Счастье – это когда ты хорошо себя чувствуешь, это радость. Даже ее можно проявить где угодно. Даже когда самые грустные дни наступают. Я была счастлива, что я не попала по то, что родители мои пережили. Побережье Азовского моря в украинском городе Мариуполь – важнейший стратегический объект нынешней военной кампании, и уже третий месяц там находятся бойцы 79-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Солдат призвали для укрепления береговой линии обороны. Накануне, в День Святой Троицы, службу там провел капеллан греко-католической церкви отец Игорь. Отец Игорь ранее служил в Афганистане, а в 96-м году стал военным священником. В 99-м он вместе с 95-й бригадой был в Косово. На этой войне с мая 2014 года. Он признается, что как церковнослужителю ему тяжело призывать солдат к войне, в то время как он должен призывать их к миру. Это война не Украины с Донбассом, а война Украины с Российской империей. Отец Игорь сказал нам, что эта война закончится миром и согласием. Замкомбрига 79-й аэромобильной бригады Евгений, позывной таможенник, говорит, что Мариуполь очень важен стратегически, и в 7 километрах от позиций идут каждодневные бои. Среди бойцов 79-й бригады мы также встретили доцента кафедры истории Украины, который прошел Майдан, а в армию пришел обычным рядовым. Я не думал, что так сложится моя жизнь. Сначала я и мои друзья прошли Майдан и думали, что Путин остановится, но он не остановился. Поэтому я и мои друзья пошли добровольцами на фронт. Он признает, что чувствует некоторое разочарование, что находится далеко от эпицентра боевых действий, но подчеркивает, что приказ есть приказ. Екатерина Малафеева для «Настоящего времени», Мариуполь. Назначение Михаила Саакашвили главой Одесской областной госадминистрации неоднозначно восприняли и как в самой Украине, так и в его родной Грузии. Чего ждать от экс-президента в кресле губернатора? Я беседовал с политическим обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе. Это назначение, многие политологи об этом говорят, это свидетельство того, что Порошенко воюет с олигархами, и в первую очередь в этой истории с Коломойским, потому что Саакашвили сел в кресло палицы человека Коломойского. Это было неожиданно для всех. Для вас явно вот эта борьба Порошенко с другими состоятельными людьми, которые, по мнению некоторых политологов, ему неугодны сейчас, неудобны? Только такой радикальный человек, как Саакашвили, хотя бы в одном конкретном взятом регионе может показать, что где-то можно побороться вот эта болезнь, которая является сейчас олигархия для Украины. Но назначает Саакашвили человек, который сам является олигархом. Пусть Петр Алексеевич называет себя предпринимателем. Но знаете, вот мы должны разделить все-таки, наверное, олигархов, да, потому что мы находимся... На каких? Хороших и плохих? Наверное. Удобных да. И не очень удобных? Потому что нету большого выбора. Потому что побороть олигархию, вот эта болезнь, может только человек, который хорошо знает эту систему, как она управляется, как она переплетается в политику, как она делает корни политику, а Саакашвили знает, как этим бороться. Хотя вот здесь, конечно, мне назначение Саакашвили как-то напоминает фильм Ридли Скотта «Гладиатор». Одесса – это море, это порт, это невероятные коррупционные связи, это просто чудовищные теневые финансовые потоки. И Саакашвили, как человек импульсивный, все-таки
его нельзя назвать бюрократом, потому что Саакашвили, будучи президентом, имел свою команду и имел все полномочия. Сейчас в Украине говорить о том, что кто-то, тем более человек из другого государства, сможет сколотить свою команду, это фантазии. В принципе, в Украине за последние 10-20 лет было очень сложно тому или иному политику, должностному лицу сколотить свою команду, потому что все работают на всех, и никому в итоге доверять нельзя. Удастся ли быть гладиатором Саакашвили и победить в этой схватке, по-вашему? Но потому я вспомнил вот такую аллюзию насчет гладиатора. У Саакашвили, как я представляю, у него есть только единственный рычаг – это доверие части народа. Многие мои коллеги уважают Саакашвили и думают, что только такой человек может что-то сделать. А то, что вы перечислили, это, конечно, Саакашвили сейчас недостаточно быть гладиатором, только он должен быть еще и императором-коммодом, который как раз выиграет вот в этой борьбе с этой теневой экономикой или вот этими политическими связями, которые там. И что самое главное, вы, по сути дела, и ответили на ваш вопрос, у Саакашвили нету той административной возможности, которая была у него бытность президента Грузии, потому что его воля мгновенно превращалась в реальность. И парламентом Грузии, в котором у него, у его партии, достаточно авторитарный человек. А Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел осуществляли, значит, все его приказы безукоризненно. И все, кто были против его реформ, они теряли или гражданство, или бизнес, или шли в тюрьмы. Такой административный ресурс у Саакашвили нет. У него есть только воля, а нету то, что может вот дать импульс его всем начинаниям, который он, я думаю, что будет проводить с первого дня. Другие темы. Россия начинает строительство железной дороги в обход Украины. Новая линия соединит северные районы России с Краснодарской и Ростовской областями. Первый же участок пути в Воронежской области. Что интересно, проект в ведении Министерства обороны. Его реализуют силами железнодорожных войск. В строительстве задействовано почти 1000 служащих и несколько сот единиц военной техники. Стоимость строительства первого участка около $1 100 000. Магистраль проектируется скоростной. Поезда будут ходить по ней со скоростью 200 км в час. В эксплуатацию новую железную дорогу планируется сдать в 2017 году. И пришло время эфира из Вашингтона. Передаем слово. У коллег информация о других инициативах российской власти, законодательных. Идет строительство новой правовой сферы, регулирующей интернет-пространство. Наташа. Да, Сергей, считается, что идея защиты персональных данных появилась еще в XIX веке. Но, естественно, во времена интернета и высоких технологий этот вопрос стоит особенно остро. Российская Госдума в июне готовится рассмотреть законопроект о блокировании недостоверной информации в интернете. Интернет-сообщество России немедленно забило тревогу. Продолжение в материале Вадима Оленчева. В наше время уже почти никто не сомневается. У людей должна быть интернет-защита от посягательств на их частную жизнь. Любая информация о человеке, помещенная в интернете, открывает путь для всевозможных злоупотреблений и просто назойливых домогательств. При этом с появлением блогов и социальных сетей информация в интернете зачастую распространяется практически бесконтрольно. Вот почему на Западе стала популярной концепция так называемого «права на забвение». Она провозглашает право любого человека потребовать у интернет-компаний удаления ссылок и данных о нем из соответствующих сайтов. Так, в Евросоюзе в прошлом году был принят соответствующий закон, позволяющий гражданам европейских стран удалять нежелательную для них информацию из поисковых систем. Но россияне, посвящающие свое основное время присутствию в интернете, такие как блогеры, отнеслись к такому замыслу властей крайне отрицательно. Это еще один закон из списка вредных регулирующих интернет-законов. Несколько лет назад русский интернет был одним из самых свободных в мире. Буквально за последние 2-3 года он превратился в пространство зарегулированное до крайности. Самое неприятное, что это неправило, как вы понимаете. Да? Это инструменты для того, чтобы разбираться с неугодными, либо купировать информацию, которая не должна попасть в руки простых граждан. В интернет-сообществе, наоборот, ожидают, что всемирная сеть станет менее свободной. Жители России лишатся единственного независимого разоблачительного источника. А это означает дальнейшее ущемление свободы слова и прессы. Представим себе ситуацию с расследованиями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
через 3 года любой из героев этих расследований может потребовать удалить о них информацию. На мой взгляд, это не очень хорошо. Пока что проект закона предполагается обсудить в экспертном совете при Комитете Госдумы по информационной политике. Но если россияне не проявят достаточной активности в вопросе о контроле над киберпространством, в один прекрасный день они могут получить интернет с цензурой советского образца. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И продолжая тему доступа государства к личной информации, в США сенатор-республиканец, кандидат в президенты Рэнд Пол заблокировал законопроект о продлении срока действия патриотического акта, который, в частности, позволяет спецслужбам хранить информацию о телефонных звонках граждан. На критику коллег администрации президента сенатор Пол отреагировал резким заявлением, что некоторые из них тайно мечтают об атаке против США, чтобы обвинить в этом меня. Подробности у Алексея Березина. Агентство национальной безопасности с полуночи воскресенья лишилось возможности собирать данные о телефонных звонках миллионов американцев. Именно в полночь истекло действие закона, так называемого патриотического акта, который регулировал сбор данных. Палата представителей проголосовала за измененный законопроект еще на прошлой неделе, а вот в Сенате согласия по этому поводу не достигли. Поздно вечером в воскресенье законодатели лишь проголосовали за то, чтобы продолжить дебаты по законопроекту. Дебаты должны закончиться во вторник, и если законодатели придут к согласию, то законопроект поступит на подпись к президенту. В настоящий момент из-за несогласия в Сенате АНБ потеряла возможность собирать метаданные телефонных звонков миллионов американцев. Правоохранительные органы лишились возможности прослушивать подозреваемых в терроризме, которые часто меняют телефоны. Теперь нужно будет получать разрешение суда на прослушивание каждого отдельного аппарата. Правительство также потеряло право использовать инструменты национальной безопасности в отношении подозреваемых террористов-одиночек, если не представлено доказательств их причастности к иностранным террористическим группам, например, к группе «Исламское государство». В соответствии с законопроектом, который был принят Палатой представителей, изменения касаются первого пункта, то есть сбора метаданных звонков. Роль сбора метаданных должны выполнять не спецслужбы, а компании-провайдеры связи, и при соответствующем разрешении суда предоставлять их спецслужбам. Как заявил в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, нет оснований для того, чтобы Конгресс лишил разведслужбы ценных инструментов в период усиления террористических угроз со стороны Исламского государства и иных группировок. По словам Эрнеста, под угрозой оказалась национальная безопасность, и у спецслужб нет запасного плана на случай истечения положений закона. В традиционном субботнем видеообращении к нации президент США Барак Обама еще раз отметил, насколько важен для национальной безопасности такой инструмент, как патриотический акт. Однако усилия Белого дома пока не повлияли на решение Сената. В новом заявлении, которое появилось после решения Сената, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест призвал законодателей как можно скорее прекратить безответственный прерыв в работе спецслужб. Бывший глава ЦРУ и Центрального командования США Дэвид Петреус, известный во многом благодаря стратегии усиления воинского контингента в Ираке, заявил в интервью BBC, что боевиков группировки «Исламское государство» можно остановить только если использовать одновременно политические и военные методы. А вот что говорит по этому поводу президент Ирака Фуад Масум. Уничтожение ИГИЛ задача нелегкая, поскольку у этой группировки организована широкая сеть спящих ячеек, не только в Ираке, но и в других странах. Поэтому борьба с ИГИЛ должна идти на нескольких фронтах. Одна война идет на земле, другая опустошает их финансовые ресурсы. Мы должны сотрудничать и в разведывательной сфере, координируя обмен информацией между странами о том, кто входит в ИГИЛ и кто работает на него. Сотрудничество с другими странами крайне необходимо. Но вот на вопрос нашего корреспондента о том, смогли бы иракские власти вести переговоры с ИГИЛ, президент ответил отрицательно. Если бы это была политическая организация, то с ней были бы возможны переговоры и принятие решений. Однако ИГИЛ таковой не является и не признает никаких политических групп и не принимает какой-либо системы общества, кроме собственной. Борьба для ИГИЛ означает, они воюют, пока не убьют противника или не будут убиты сами. Поэтому мы не можем признать их существование. В английском языке есть такое пожелание удачи, чтоб ты ногу сломал. Но вот госсекретарь США Джон Керри за время пребывания в Швейцарии, где он был занят переговорами по иранской ядерной программе, в буквальном смысле сломал ногу, правую бедренную кость. Инцидент произошел во время велосипедной прогулки вблизи Женевы. Керри был вынужден отменить поездку по 4 странам. При этом в Госдепартаменте сообщили, что он продолжает активную деятельность и уже сделал ряд звонков, включая телефонный разговор с президентом Обамой.
Другие темы. Пекин отверг критику со стороны США по поводу возведения ряда искусственных островов в Южно-Китайском море. Выступая в Сингапуре на саммите по вопросам безопасности, китайский адмирал Сун Цзянго охарактеризовал строительные работы как оправданные, законные и обоснованные. За день до этого глава Пентагона Эштон Картер упрекнул Китай в нарушении международных норм в связи с беспрецедентными мелиорационными работами на архипелаге Спартли, на которые претендует еще несколько государств. Искусственные острова могут послужить базой для аванпостов Пекина в Южно-Китайском море. По данным газеты «Вашингтон-Пост», за первые 5 месяцев 2015 года от действий полицейских в США погибли 385 человек, в среднем 2 в день. Если тенденция сохранится, к концу года это число может достигнуть 1000. В статье утверждается, что опубликованные цифры в 2 раза превышают показатели, представленные федеральным правительством. Согласно правилам отделения полиции, которые подчиняются местным властям, не обязаны докладывать о смертельных случаях федеральным властям. Статья «Вашингтон-Пост» появилась на фоне продолжающихся в американском обществе дискуссий об использовании летального оружия сотрудниками полиции. Все же стоит отметить, что по статистике 80% жертв были вооружены. Сторонники передовых технологий считают, что использование роботов помогает снизить фактор риска человеческой ошибки. Но между тем некоторые известные ученые-изобретатели, вот среди них, например, Стивен Хокинг, Илон Маск, предупреждают, что искусственный разум может привести к опасностям в отношении человечества, может быть, даже к гибели человечества. Но вот пока продолжаются споры, роботы и компьютеры занимают все больше места в нашей жизни. Вот, например, вскоре торговые центры, стадионы и студенческие городки могут обзавестись новыми охранниками. Репортаж нашего корреспондента из Калифорнии. То, что когда-то было научной фантастикой, теперь приближается к нам, чтобы стать реальностью. Эти роботы-охранники изменят мир, говорит Уильям Сантана-Ли из компании Nightscope. На нашей планете живут 7 миллиардов человек. Тот аппарат сотрудников правоохранительных органов, который есть у нас сегодня в стране и мире, просто недостаточен. Ли утверждает, что его автономные машины могут стать глазами и ушами полиции. Он показывает, что может увидеть его робот на демонстрационном выступлении в Лос-Анджелесе. Это прямая трансляция с машины номер 2 из штаб-квартиры Nightscope в Кремниевой долине. Вам нужно, чтобы это были машины плюс люди. Пусть машины занимаются монотонной, тяжелой, порой опасной работой по вычислению и дадут возможность людям вести стратегическое планирование, чтобы существовал тандем. 1,5 метра в высоту и весом в 136 килограммов. Эти машины свободно передвигаются внутри определенного периметра. На них не установлено оружие, зато есть видеокамеры. И еще у машины есть оптическая система распознавания символов, которая может обрабатывать 300 автомобильных номерных знаков в минуту. Роботы могут также обнаруживать химическое и биологическое оружие. Ли считает, что одно лишь физическое присутствие может изменить поведение преступника. Профессор юриспруденции Юджин Волох предупреждает, что роботы должны правильно использоваться. Если робот находится там, где мог быть полицейский, и видит то, что мог увидеть только полицейский, никаких конституционных проблем нет, как нет и нарушения права на частную жизнь. В то же время Волох предсказывает определенные проблемы при использовании машин. Людей может беспокоить вот что. Слушайте, а я чем-то занимаюсь в общественном месте. Я понимаю, что если это незаконно, полиция может меня арестовать или оштрафовать. Я это принимаю, но я не хочу, чтобы кто-нибудь взял это видео и выложил в интернет, чтобы все увидели, как я делаю что-то предосудительное или просто глупое. Так что интересно посмотреть, как такого рода видеонаблюдение в общественных целях регулируют законы. Уильям Сантана-Ли говорит, что многие студенческие городки, торговые центры и стадионы скоро смогут получить таких движущихся роботов. Он заявляет, что список компаний, ожидающих своего робота в США, уже длинный, и в десятках других стран также заинтересованы в приобретении такого футуристического охранника. Из Калифорнии в Санкт-Петербург. Общественная организация инвалидов под названием «Кентаврик» занимается оздоровительной терапией для детей с различными нарушениями. Однако сейчас и сотрудников, и родителей больше беспокоит переезд на новое место. Далее эфир из Праги. Так и есть, Наташа. И дело-то в том, что там, где располагается эта организация, в будущем должна пройти дорожная магистраль. Чиновники подобрали для оздоровительной школы новый участок земли. Казалось бы, вот он, пример человеколюбия. Однако в этой истории есть и неприятные детали. Бетонные колонны, свидетельствующие о неумолимом приближении строительства магистрали к Кентаврику, возвышаются буквально в 200 метрах от конюшен. Транспортная развязка в этом районе – дело нужное и ожидаемое жителями, уставшими от бесконечных пробок. Маленького Пашу родители водят на ипотерапию в Кентаврик уже 3 года. За это время, даже не являясь специалистами в области медицины, они видят реальный положительный результат от занятий. Скажи, тебе нравится? Да.
Паша не единственный пациент Кентаврика с подобными нарушениями. И переезд организации многих родителей может вынудить отказаться от целительных занятий. В результате занятий после определенного курса вдруг ребенок начинает либо держать голову, держать спину. У нас есть детки, которые у нас на конюшне начали ходить. История с переездом Кентаврика дурно пахнет, в прямом смысле слова. В непосредственной близости к новому участку располагаются очистные сооружения. То ли по причине ветхости конструкции, то ли по вине нерадивых исполнителей, но регулярно сливаемые истоки образуют весьма вонючее болото прямо на участке, предлагаемом для реабилитации детей-инвалидов и их четвероногих помощников. Есть требования, начиная от уклонов территории, по которой могут наши детки перемещаться. Есть требования, которые касаются санитарно-ветеринарных и противоэпидемических норм. Здесь эти требования соблюсти на данный момент просто невозможно. В наших руках протокол совещания администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, где четко прописано, что уже через месяц должен состояться предполагаемый переезд Кентаврика. И формально чиновники вправе это требовать. Однако от общения с нами отказались. Единственный, кто согласился прокомментировать ситуацию, сотрудница пресс-службы администрации Выборгского района, которая предпочла не называть свою фамилию. Это городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Они занимаются строительством, и все, так сказать, имущественные отношения относительно земель, участков. Это как бы в их компетенции, кому они там выселяют, кого выкупают и так далее. Пока на предложенном участке нет ни электричества, ни воды, ни нормальной дороги. По-весеннему ярко-зеленая трава прикрыла растекающееся по участку болото, но заглушить идущий смрад ей оказалось уже не под силу. Ксения Аблес, в настоящее время, Санкт-Петербург. Митинг за право учиться и возможность учить. В 20 городах России в эти дни протесты, организованные профсоюзными лидерами. Первые немногочисленные митинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других городов. Школьные учителя и преподаватели вузов собрались обсуждать проблемы реформы образования. Вопросов много. Преподаватели жалуются на чрезмерную нагрузку, урезание финансирования для школ детей-инвалидов и низкие зарплаты. Многие опасаются массовых сокращений. На сегодня у нас есть несколько обращений преподавателей из разных институтов Уральского федерального университета о том, что они начинают испытывать давление дирекции институтов и руководства департаментов и заведующих кафедры. Пока что она носит общий характер, что, дескать, предстоит массовое сокращение, давайте думать, что будем делать. По итогам акции учителя составляют список предложений, которые, по их мнению, следует внести в закон об образовании, и свои требования они направят президенту и главе правительства России. Дети-сироты при живых родителях. Дети трудовых мигрантов в Кыргызстане обречены на одиночество. Сегодня, в Международный день защиты детей, наши коллеги сняли материал о жизни тех, кто в самом начале своего пути оказался предоставлен сам себе. Это история о тех, у кого вместо мамы и папы надежда, желание любить и быть любимым. Учить алфавит Тансулу начала в 9 лет. До этого ходить в школу девочка просто не могла, не было документов. У младших братьев и сестер Тансулу свидетельств о рождении нет до сих пор. Мама малышей на заработках в Казахстане. С детьми осталась престарелая бабушка. Я себя хорошо чувствую. Конечно, 60 лет дают о себе знать. 2 мои дочки уехали работать. Я осталась их детьми. К нам приходят сотрудники районного отдела соцзащиты. Помогают оформить документы внуков. Таких семей среди жителей глинобитных построек вокруг Бишкека немало. Новостройки соцработники называют самым сложным участком. Взрослые на заработках в России, дети остаются с родственниками. К сожалению, их родители думают лишь о том, как заработать денег. Образование, воспитание, социальные навыки детей отходят на второй план. Есть случаи, когда подростки в возрасте 15-16 лет не ходят в школу. А еще бывает, что, уезжая в Россию или в Казахстан, детей просто бросают. Родственникам они не нужны. И таких детей привозят к нам. Работает вся семья. Они просто их там оставляют, и все. Мама этих 2 малышей тоже уехала работать в Москву. В приюте мальчики всего неделю. Оттого они еще не замечают ничего. Ни шумных детей вокруг, ни их новых забав. Оба глазами ищут маму. Ну, видите, они еще не адаптировались. Они пока еще так не общаются. Ну, пытаются сейчас. Я думаю, побудут немножко, они адаптируются, и нормально все у них будет. Дети постарше часто становятся героями милицейских сводок. Примерно каждый 13-й подросток, попавший в детскую комнату, ребенок трудовых мигрантов. По неофициальным данным, только в России работает до 1 миллиона кыргызстанцев. Сколько всего детей в республике остались без родителей из-за того, что их папа и мама уехали за границу, никто не считал. Конечно, мы эту проблему признаем,
что многие родители-мигранты уезжают и оставляют детей своих. Это создает проблему, социальную проблему. Но мы не делим детей на мигрантов и немигрантов. В этом интернате почти у каждого 4-го воспитанника родители в Москве. Некоторые из них отправляют денежные переводы прямо на имя директора учреждения. Хотя это, конечно, не афишируется. Москва – это большой город. Люди идут, чтобы найти работу, чтобы своих детей прикормить, одевать красиво. Деньги на красивые наряды для дочери мама Бегимай зарабатывает, трудясь в рыбном цехе в подмосковном Голицыно. Приезжать в Бишкек ей удается очень редко. Вот и приходится умещать материнскую любовь в одну скайп-сессию. Раз в неделю один разговор. Мы уже почти год не были там. Вот каждый звоним, так и плачет она. Вот, говорит, скучает. Каникулда баралась без. Каникулда барчувалась. Куда я устался, правда. Все. Дюбек Бегалиев, Азат Индумаков. Настоящее время из Бишкека. Эфир продолжат коллеги из США. Наташа, пожалуйста. Спасибо, Сергей. У нас материал о друзьях человека. Собаки служат в армии, полиции, помогают людям с ограниченными возможностями и находятся рядом с человеком по разным оценкам от 16 до 40 тысяч лет. Мы их любим, они любят нас. Но вот результаты недавнего исследования показали, что отношения собаки и человека закреплены на биохимическом уровне, рассказывает Розан Скерлу. Отношения человека и собаки схожи со связью матери и ребенка. Согласно выводам ученых из Японии, опубликованным в журнале Science, при общении человека и собаки в мозгу и теле обоих выделяется гормон окситоцин, рассказывает Эван Маклейн, директор лаборатории когнитивной деятельности собак в университете Дюк. Предыдущие исследования показывали, что когда человек дружелюбно общается с собакой, у него в крови повышается уровень окситоцина. Но теперь мы знаем, что те же процессы происходят и у собак. Окситоцин снижает стресс, укрепляет социальные связи, влияет на уровень доверия и в целом позволяет нам чувствовать себя хорошо. Он выделяется в мозгу при рукопожатии, объятиях или при взгляде в глаза любимого человека. Ученые провели 2 эксперимента с целью выяснить роль гормона в межвидовых отношениях. Сначала они наблюдали за группой собак и их хозяев в течение 30 минут, измеряя уровень окситоцина до и после эксперимента. Они регистрировали все движения, включая разговоры, прикосновения и взгляды. Обычно собаки нервничают при длительном визуальном контакте, но не в том случае, когда смотрит хозяин, поясняет Маклейн. У собак, которые долго смотрели в глаза своим хозяевам, повышался уровень окситоцина. То же происходило и с людьми. При этом показатели росли параллельно. В другом эксперименте собакам ввели дозу окситоцина либо плацебо, а затем пустили их к хозяевам. Ученые установили, что те собаки, которые получили дозу окситоцина, дольше смотрели в глаза своим владельцам, а в результате этого и у людей возрастал уровень гормона. По словам Маклейна, эти знания помогут в разработке стратегии в области здравоохранения людей с ограниченными возможностями, детей-аутистов и военных, страдающих синдромом посттравматического стресса. Он отмечает, что в дальнейшем будет установлено, применимы ли результаты исследования к детям и больным, а также выходцам из разных культур. На этом наша программа подошла к концу с выводом «Больше гладьте своих собак». Спасибо, что вы были с нами. До встречи. Сергей, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.